Так, друзья, ассаламу алейкум, витаю вас. Мои дорогие, сегодня 28 декабря 2025 года, 18 часов 4 минуты по Берлину, 2 часов 4 минуты по городу Джахару. У нас... Что это такое? Так, это реклама. Так, наш стрим идет на канале в YouTube Reality, как обычно, и на канале в TikTok Аслан Арцуев, друзья. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в фашистской России, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности, не распространяйте ссылку на наш стрим и, пожалуйста, не дайте себя никак идентифицировать, то есть определить, кто вы. Ваша безопасность в ваших руках, дорогие мои. Итак, сегодняшний свой стрим я назвал «Китай вместо США. Перехватит ли Пекин роль миротворца в Украине?» Вот такой вот я интересный вам сегодняшний вопрос задаю и стрим. У нас в YouTube, кстати говоря, как раз есть опрос на эту тему. Если США умывают руки, должна ли Украина просить Китай стать миротворцем, чтобы остановить войну? Да, нет. Первый вариант. Да, нет. Второй вариант и третий вариант – это капитуляция демократии. Об этом и многом другом давайте поговорим, друзья. Давайте поговорим. Но перед тем, как перейти к вашим вопросам, которые, конечно, без сомнения появятся, я бы хотел вот вам немножко зачитать то, что у меня здесь для вас подготовлено. Смотрите, друзья. На фоне того, как администрация Трампа активно продвигает свой план из 20 пунктов, который уже готов на 90%, Китай начинает играть свою более тонкую и опасную игру. Почему Пекин – это спасательный круг для украинской номенклатуры, для КГБ УССР? Для старой коррумпированной элиты, условно партия 2013 года, Пекин идеальный партнер. В отличие от Вашингтона, Китай никогда не требует борьбы с коррупцией и создания антикоррупционных судов, реформы СБУ или прозрачности госзакупок, соблюдения прав человека и свободы слова. Фактически Китаю вообще все равно, что вы там делаете. Главное, чтобы вы были ему лояльны. Остальное ему абсолютно плевать. Ну, приблизительно как Соединенным Штатам и Великобритании было плевать на то, что делали в Чечне. Главное, Россия была лояльна и всех устраивала. И если даже они будут разрезать на куски детей и поедать их в прямом эфире, всех все будет устраивать. И Китая точно так же это будет устраивать. Эксклюзивный. Так, украинская старая гвардия надеется, что китайские инвестиции в восстановление, уже оцениваются в 500 миллиардов евро, пойдут по африканскому сценарию, когда деньги выделяются под конкретные инфраструктурные проекты через госкорпорации, где легче спрятать откаты, чем в прозрачных фондах ЕС или США. Для них Китай вместо США – это возвращение в зону комфорта, где можно строить дороги, порты, не отчитываясь ни перед МВФ, ни перед кем. Кто в Украине тянет Китай за рукав? На текущий момент сформировалось неформальное лобби, которое продвигает Пекин как альтернативного миротворца. Это так называемое аграрное лобби. Китай остается ключевым рынком для украинского зерна и масла. Около 40% агросектора Украины завязано на Пекин. И эти люди боятся зависимости от капризов Трампа и его торговых войн. Промышленные группы, те, кто мечтает восстановить советские цепочки, авиастроение, двигатели, видеть в Китае единственного покупателя технологий, которые на Западе никому не нужны.
Конечно же, российская агентура, которая считает, что ей в любом случае придется отвечать за преступления, совершенные против Украины. И если останутся они в западном векторе развития. Также группа лиц, которые считают, что Трамп сдаст Украину Путину, и только Си Цзиньпин может реально сдержать Москву, так как РФ экономически полностью зависит от Китая. И в этом логика есть. В этом логика есть. Мы уже это видим, да? Уже никто не скрывает это. Ну, абсолютно идет такая. Также важно ответить, что Соединенные Штаты, по логике Трампа, виноват во всем Байден. Важно отметить, что если виноват Байден, значит США под руководством демократов слабый, плохой посредник. И сам Трамп отходит в сторону. То есть, фактически, то, что все эти годы говорил Путин, о том, что это Америка спровоцировала, что это Запад во всем виноват, фактически Трамп это повторяет, все взваливает не на себя, правда, на Байдена, но фактически получается, что украинскому обществу могут легко преподнести эту информацию, сказать, вот смотрите, они начали войну, спровоцировали русских, потом на нас начали зарабатывать деньги, продавая Европе НАТО оружие, вооружение, получая редкоземельные там, контракты, ну и многое-многое другое фактически. И да, Америка виновата. Это именно тот сценарий, который был в отношении чеченцев применен. Не знаю, может, Америке наплевать на свою репутацию, но когда было относительно чеченского вопроса, когда во время визита Билла Клинтона, президента, бывшего тогда президента Соединенных Штатов, в Россию, был убит первый президент европейской страны на глазах у всего мирового сообщества, Джохар Дудаев. В это время Билл Клинтон находился в Москве. Соединенные Штаты Америки даже не удосужились сказать, что мы к этому не имеем никакого отношения. Просто хотя бы намеком, боком как-то, высокомерие, я не знаю, личные интересы, коррупция, там, я не знаю, агентурные или какие-то остров Эпштейн, где там Билл Клинтон наряжался в красивую даму. Может быть, в этом причина была. Но ничего не было сказано для того, чтобы сказать, что мы не имеем никакого отношения к убийству Джохара Дудаева. О чем Россия косвенно, криво, косо намекала всегда, что американцы им помогали и так далее. Именно в тот день Билл Клинтон находился в Москве, в России. Понимаете? И для чеченцев, которых уничтожала фашистская Россия, КГБ СССР, навязывался нарратив. Вы тянулись, все 90% чеченцев было за США. В начале, когда Джохар Дудаев был президентом, за Запад, за Европу, за США. 95% было. Остальные там 2-3% не понимали, 1-2% служили России. Все остальные были за Запад, за Соединенные Штаты Америки. За Радио Свободу, за Голос Америки, за Deutsche Welle, за BBC. Вот за кого были чеченцы, которые верили в эту правду. Но после того, как убили, Дудаев ведь был не просто президентом Чеченской Республики Ичкерия, европейской страны, которую сами же на Западе принимали, поддерживали. Понимаете? Несмотря вот на все, это просто Дудаев был лидером, любимцем чеченского народа. Понимаете? У нас у президента нет таких полномочий, ну, чтобы вот были такие без ограничений. У нас парламент главнее. Но Дудаев был лидер, его любили все. И вот его на глазах всего мирового сообщества, всего люда, всего мира убивают. И каково чеченцам, когда президент США тут и говорит, это внутреннее дело, это нас не касается. То есть уничтожение целого народа, это внутреннее дело, значит. Понимаете? Запомните это. Если уничтожают целый народ, значит любой имеет право уничтожать. Китай имеет право убивать уйгуров, кто там,
Россия имеет право убивать там кого угодно внутри России, если только посчитают они так. Это была трусость, это была алчность, это было высокомерие, это было так называемое реалполитик, это было циничное просто предательство не чеченцев. Чеченцы кто такие? Своих принципов, своих правил. И чеченцам долгие годы Россия припоказывала: вот смотрите, вы за Америку были, так вы за демократию были, так вы вообще никому нафиг не нужны. Понимаете, так поступил Тим Гульдеман, который от ОБСЕ, причем ОБСЕ сделал огромную работу, люди рисковали жизнями, проводили огромную работу. Тим Гульдеман, глава вот этой ОБСЕ, фактически слил, уничтожил чеченское вот стремление, борьбу, которую он как бы взялся там представлять. Без него чеченцы справятся. Просто Тима Гульдемана будут помнить, что с швейцарских гор приехал просто мерзавец, который до сих пор поддерживает с русскими, или поддерживал с русскими хорошие отношения после геноцида чеченского народа. Потом вторая русско-чеченская война началась после великой дипломатической миссии Тима Гульдемана. И сейчас фактически то же самое происходит с Украиной. Украине говорят: ну, идите к китайцам. И Ермак, например, который, как некоторые утверждают, тесно связан с Патрушевым и так далее, он налаживает контакты. Он в Швейцарии пытался организовать в 2024, еще в прошлом году, организовать саммит, миротворческий саммит, где они будут фактически, Китай будет заседать. Даже не обязательно военные должны там быть, просто гражданские наблюдатели, если китайцы придут, все, авторитет США упадет ниже плинтуса в мире. Все. Больше никого главнее Китая не будет, если этот конфликт решат китайцы. И только они могут его решить, как мы видим, получается. Только как они могут договариваться, утихомирить, держать своего пса из Кремля, своего песика. Есть рычаги влияния, давления. А остальные все как бы я не я, моя хата с краю, ничего не знаю. Понимаете? Вот какие вот бывают вещи. Ну, давайте дальше. Главное, что в этом мир при помощи Пекина, это, конечно же, ловушка. Территория в обмен на стабильность, китайский план всегда размыт. Пекин не настаивает на выводе войск к границам 1991 года. Его цель — прекращение огня по текущей линии фронта, что фактически легитимизирует оккупацию. Украина рискует сменить зависимость от западного оружия на долговую зависимость от китайских кредитов. Для Китая Украина — это полигон. Если он добьется мира на условиях РФ, это станет прецедентом для его собственных действий в отношении Тайваня. Темы для Дальше. Важен очень момент по поводу... Помните, нам постоянно рассказывали про какой-то эффект домино. Так вот, если Китай угомонит Россию, это станет окончательным доказательством неспособности США и НАТО защитить европейскую архитектуру безопасности. Индия, Бразилия, страны Африки и залива увидят в Пекине взрослого в комнате, который решает проблемы, а не накачивает оружием. И говорит, что он полицейский ровно до тех пор, пока требуется помощь полицейского. Понимаете? Вы думаете, что вы в безопасности, вы думаете, что вас охраняет закон, гуляете себе вечером после 11, а к вам подходят хулиганы и начинают снимать с вас кроссовки и отбирать кошелек. И в этот момент полицейский говорит: ребят, вы меня извините, но мой участок находится на той стороне города, и я здесь, между нами большая лужа или река. Я не могу к вам добраться. Решайте сами. То кому должен обращаться, если он в 11 не вышел бы гулять, понимаете? Если бы он знал бы, что на улице так небезопасно. Вот такая вот интересная загогулина.
И единственное, с чем можно согласиться, единственным гарантом безопасности Украины являются вооруженные силы Украины. И все. Но также очень важно отметить момент, что успех Китая как миротворца мгновенно легитимизирует юань как валюту расчета восстановления Украины, подрывая позиции доллара. Также важно отметить, после ухода Соединенных Штатов и образования вакуума силы, на Кавказе, Грузия, Ичкерия, Армения, Азербайджан, США традиционно пытаются играть роль балансера. Если США покажут слабость в Украине, прозападные элиты на Кавказе окажутся в изоляции. Грузия – окончательный дрейф в сторону Москвы и Пекина под лозунгом защиты от войны. Армения потеряет последнюю надежду на западные гарантии безопасности против тандема Баку-Анкара. Чеченская республика Ичкерия, которая и так на глазах всего мира уничтожается фашистской Россией, будет превращена в исламистское гетто вместе с российскими провинциями Дагестаном и Ингушетией. И оттуда будут вылетать дроны, которые будут наносить удары по Зангезурскому или Мирному коридору, который некоторые называют коридором Трампа. И так далее, и так далее. И у нас появится новый сектор Газа, новый сектор, где 4 государства: Иран, Россия, Турция и Соединенные Штаты вместе с Великобританией, 5 государств. Ну и Китай, конечно же, на стороне России и Ирана, будут разыгрывать Кавказ и, ну, скажем так, создавать новостные сообщения нам будут создавать. Вот и все. Просто будут нам показывать. Смотрите, как здорово, как здорово борются, смотрите, побеждает. Помните, как мы постоянно, новостная лента там, в Мюнхене террористы захватили, тогда, правда, почему-то они были не бородатые, а усатые и в джинсах. Палестинские террористы захватили израильских олимпийских спортсменов. Там развязка, убийство, потом уничтожение террористов, преследование террористов. Весь мир следит, как интересно, понимаете? Ислам зло, нападают на христиан, там, в данном случае на Армению, на Грузию будут нападать. Америка должна защищать христиан. Правда, сам момент мы видим, что все это происходит или с попустительства, или же в прямом участии какого-то единого такого сценария, что сейчас все происходит. Понимаете? Очень интересно. Правда, я, как чеченец, не готов участвовать, что мой народ опять втянули какую-то на 100 лет, как на 70 лет, как между арабами и евреями было. Да, и потом еще побеждают евреи, они виноваты, проигрывают евреи, соответственно, плохо. Побеждают арабы, они террористы, проигрывают, соответственно, катастрофа, геноцид, там, голод, холод и все остальное. Вот плохо. Короче говоря, так и так ты оказываешься в войне, в вечной войне просто, еще на лет 100, если установится мир двухполярный между Китаем и Западом, Соединенными Штатами и так далее. Но я так думаю, будет все-таки однополярный, потому что Соединенные Штаты во главе с Трампом будут там где-то заниматься нефтью Венесуэлы, там еще чем-то там интересным, полезным. Может, так это будет? Интересно, конечно. Так. Также российские спецслужбы после того, как, например, Украина, да, попросит помощи у Китая для урегулирования конфликта, да, больше же некому, получается, все же разбегаются, воюйте, говорят украинцы, а мы посмотрим просто, понимаете?
Смотрите, радикальный исламизм как инструмент российского ГРУ. Я со всей ответственностью утверждаю, что архитектором и главным архитектором и финансистом является Россия международного исламского терроризма. И все спецслужбы, я опять же со всей ответственностью это утверждаю, все мировые спецслужбы об этом знают. Все просто до единого. Просто всем удобно. У кого-то геополитические интересы, у кого-то просто погоны, там звездочки падают, еще чего-то. У нас, когда уничтожают чеченцев, россияне, да, или те, кто продались России, это называется результатом. Сделать результат, то есть взять, убить человека, объявить его исламистом, ваххабистом и получить там звездочки, медальку там и так далее. Так вот, этот результат, он мирового масштаба. Вот все в мире преследуют вот этот результат. Неважно, вот очень удобный просто мальчик для битья сегодня оказались там мусульмане. Их представляют там радикалами. Мусульмане вообще даже не понимают, что с ними происходит. Там где-то какие-то группы берутся, то сперва были исламисты, теперь все мусульмане плохие становятся, понимаете? Это чистый фашизм, который всегда был на России. И этот фашизм захватывает весь мир. Он не только на России был. Он был во многих местах мира. Но сейчас он захватывает весь мир. Еще больше и больше. Вот это идет накручивание. Это идет. Понимаете? Интересное вообще. Интересное время живем, да? Так, механизм российские спецслужбы десятилетиями имеют контакты с радикальными группировками через связи со времен КГБ в Ливии, Сирии, Иране, и Ираке и так далее, и так далее. Цель инициировать теракты в странах союзников США, Польши, страны Балтии, Центральной Азии, используя исламское подполье. Смотрите, самой большой борьбой с исламским терроризмом и развязыванием войны не на территории Соединенных Штатов или европейских стран, а на территории арабских стран или каких-либо других мусульманских стран, произошло после 11 сентября. Да, всегда были стычки, были у евреев с палестинцами стычки, они, правда, были коммунистами, потом они стали, как только коммунизм России, хозяев этих арабов, рухнул, тогда эти арабы сектора Газа, арабы Палестины, они стали потом резко исламистами, потому что, так было, в тренде было, так было выгодно, так было удобнее этих болванов оболванивать, и проще было отвлекать внимание, всем бороться. Всегда же вы найдете где-нибудь там исламофоба, если вы там боитесь, антисемита вы найдете, если вы будете бороться. Да кого угодно вы найдете, это удобнее под чужим флагом бороться за выдуманную какую-то проблему. Правильно же? Вот начинает бороться. В итоге Россия начинает вести вот эту работу, уже раскрывая на весь мир, распространяя ее на весь мир. Самое интересное, на Западе это все устраивает. Обратите внимание на UFC, вот эти бои, которые. Такое впечатление, что до того, чтобы пока нужно было внимание переключать на Кавказ, никому этому UFC, никому не было известно ни про дагестанцев, ни про чеченцев, ни про армян, ни про ингушей. А теперь почему-то все проснулись. Все проснулись. Трамп здоровается за руку там с какими-то спортсменами. Там, и представляю, я понимаю, что там российские деньги крутятся, потом по-другому это никак. И начинается какая-то группа, формируется армян, которые против Азербайджана, Нагорного Карабаха, понимаете? Там Армения и Россия в Нагорном Карабахе посадили просто отпетых бандитов, которые помогали там, не знаю, чем они там занимались, оружие продавать, там, наркотики, еще чем заниматься, такой анклав какой-то сделали. Сейчас их Азербайджан судит, кого сумел поймать из этих так называемых власти Нагорно-Карабахской. Но остались люди, которые недовольны. Причем нужно отметить, эта земля абсолютно 100% азербайджанская. И это подтверждается тем, что все армяне, которые проживали в Нагорном Карабахе, просто собрались и ушли. Не потому, что над ними геноцид будут делать. Посмотрите арабов сектора Газа.
арабы сектора Газа, после того, как на них бросили кучу бомб, не собираются уходить оттуда. Почему? Так потому что это их земля. Ни одну бомбу на мирных граждан азербайджанцы на Горном Карабахе не сбрасывали. Заявляли, это наша земля, встали все и ушли. Никакого геноцида армян не было. Ну, в последнее время, вот когда вот эта короткая война была между Азербайджаном и Арменией. Встали и ушли. Но есть силы, которые будут начинать вместе. Сперва это будет вместе подниматься, что вот какая-то мощная там исламская, Дагестана, ингушская, чеченская какая-то страна, там, я не знаю, образование какое-то, будут вместе с армянами, которые против Нагорного Карабаха. Сперва так это будет начинаться. Потом плавно перейдет это, ну, по сценарию, как они могут. Гипотетическому сценарию, который я могу увидеть, о чем они, к чему они идут и что делают. Понимаете? И вот на этом, на всем вот в этом поприще нам нужно разобраться. Нам никто не протянет руку, нам никто не поможет. Понимаете? Америки, например, интересуют только штыки. И в Америке сейчас демократия, права человека. Америку не интересует, как мы видим. Ее интересуют штыки. Сколько у тебя штыков, мы с тобой будем разговаривать. Абсолютно репутация, имя, может уже у Америки, она думает, что у Америки у нее такой непререкаемый авторитет, что вот она все решит, или она всех убьет, или запугает. Нет, никого не запугает Америка. Ну, запугает каких-то пугливых, но всех она не запугает. Понимаете? Не будет авторитета, не будет ни силы, ни авторитета, ни денег, ничего. Понимаете? Если не будет уважения, респекта, если не будет. Америка заслужила респект всей своей историей. А сейчас проходит какой-то... Стыдно смотреть на это все. Просто стыдно. Понимаете? Причем речь идет не об Соединенных Штатах и не американском народе. А речь идет о той политике, которую сегодня ведут очень странным образом некоторые отдельные представители Соединенных Штатов. Так, ну, в таком случае просто США улетает просто далеко назад, если происходит такой вот вариант. Дальше. Хочу еще вам кое-что рассказать. Признаки того, что Украина готовит почву для китайского посредничества. Риторический сдвиг от агрессии к кризису. В 2025 году официально Киев стал заметно осторожнее в критике Китая, несмотря на доказательства поставок китайских компонентов для российских дронов в присутствии северокорейских войск. Украинская дипломатия избегает резких выпадов в адрес Си Цзиньпина. Использование терминологии, близкой Пекину. В кулуарах чаще звучат фраза «политическое урегулирование украинского кризиса», формулировка МИДа КНР, а не только формула мира Зеленского. Это сигнал Пекину, мы готовы говорить на вашем языке. Ну, как бы аграрный вот этот момент, тоже, который очень важен для Украины, для воюющей Украины. 40%, как пишут здесь, украинские агросектора работают на Китай. Я имею в виду, что пишут открытых источников. Пока Зеленский ведет переговоры с Трампом, представители старой номенклатуры, старой КГБшной номенклатуры, включая тех, кто сохранил связи со времен Януковича, активизировали контакты с китайскими госкорпорациями. Обсуждение проектов послевоенного восстановления. Китай предлагает модель инфраструктура в обмен на ресурсы. Старая элита видит в этом шанс. Китайские деньги не требуют прозрачных тендеров и антикоррупционного контроля, которые навязывают США и ЕС. Украина демонстрирует готовность уйти под крыло Пекина, пока это только гипотетически, чтобы заставить Трампа быть более щедрым.
Утечки в западных СМИ о том, что если США сократят помощь, Украина рассмотрит альтернативные мирные инициативы глобального юга, это классический геополитический шантаж. Либо вы даете нам гарантии, либо мы уходим к вашему главному конкуренту. Недавно промелькнувшая информация о возможности размещения китайских наблюдателей или миротворческих контингентов в буферных зонах по линии разграничения – это самый тревожный признак. Если Киев согласится на присутствие китайских голубых касок даже в гражданском статусе, это будет означать фактически конец эксклюзивного влияния США в регионе. Вот как-то так это развивается, друзья. Сейчас я хочу вернуться. Ну, я смотрю, здесь комментариев очень много. Троллятина. Так, друзья, я смотрю, здесь троллятина снова. Так, здесь я. От Донецка до Покровска 50 километров ценой 1 миллион 200 тысяч путинских нацистов на 4-й год взятия войны за 3 дня. Да, Лелека, абсолютно так. Абсолютно. Абсолютно так. Никаких шансов у них нет, но ситуация пока идет в трагическом русле, к сожалению. Так, подождите, я вот этих немножко отключу. То они мне читать мешают. Так. Так, что вы думаете, друзья? Потому что я вам сейчас рассказал. Давайте посмотрим, как мы голосуем. Голосуем мы. Проголосовало более... не буду говорить. Вы видите, наверное, да? Так, 30% говорят «да». Должна ли Украина просить Китай стать миротворцем? 47% говорят, что нет, не должна просить. 23% это капитуляция демократии.
Жалко, я не могу дать вам возможность только украинцам проголосовать. Нужно было бы дать только украинцам голосовать в этом. Потому что есть подозрение, что россияне очень сильно захотят, чтобы Россия начала сотрудничать с Китаем. Это и есть, в принципе, та сила, которая затягивала войну в Украину и сейчас не дает до конца, что проблемы с ленд-лизом. Посмотрите, просто вот агентура, которая информационное пространство заполняет в Украине. Посмотрите, русскоговорящего в основном я возьму. Ну, все просто, все, самые главные, посмотрите на них. Просто невероятно, просто невероятно. Просто невероятно. Ну, посмотрим. Почему отключаете? Отключаю, потому что нету вопросов, а есть какое-то препирательство, какие-то там непонятные вещи. Я не могу найти вопрос, когда мне задают люди вопросы, понимаешь? Вся троллятина заходит. На мой канал выделяется специальная группа троллятины, которую я иногда подкармливаю. Я правозащитник, мне жалко даже троллятину, да, у него дома дети, кушать им надо дать. У россиянцев нет шансов победить Украину. Да, Снамбек, абсолютно с тобой согласен. Абсолютно, 100%. Но в Украине, в военном смысле нет шансов победить. А в Украине есть агентура, которая довела эту ситуацию до сегодняшнего момента. Тоже отношение, например, к чеченскому вопросу очень хорошо показывают, кто они такие, что они там делают и так далее. И они пытаются там это представить, что вот им нужны штыки, там войны туда-сюда и так далее. Ну, посмотрите, столько вложено столько сил, а воинов так много так и не увидели там. Как и были добровольцы, которые там были, там и есть. И никто не поедет. Люди, которые себя ассоциируют с Закаевым, они не будут вступать там в бойцовские ряды, где командир, главнокомандующий Закаев, понимаете? Это уже тогда не воинство, понимаете? Никакой победы не будет. Закаев уже себя показал, кем он есть, насколько он воин. Поэтому как-то так. Но есть вот эта агентура, которая работает, и она может начать, если... Ну, что говорит Трамп, самое интересное? Трамп говорит, во всем виноват Байден, то есть Соединенные Штаты. Если он говорит, что виноват Соединенные Штаты, а Путин то же самое говорит, если вы обратили внимание, он то же самое говорит. Но если сейчас, для вот события, сценарий, который должен произойти, чтобы Украина могла пойти под Китай, просить о миротворстве, там Америка могла полностью отказаться, в принципе, Америка она не отказалась, она продает оружие. Остается одно главное событие, которое должно произойти, к большому сожалению. Так было 11 сентября, так было 15 апреля 11 сентября 2001 года было, 15 апреля 2013 года, когда бостонский произошел в 2014 году или 2013 году, произошел бостонский теракт. И ситуация, которая должна мир в хаос. То есть должен произойти террористический акт на территории Соединенных Штатов. Причем это террористический акт, по их задумке, раз надо, чтобы Трамп сказал, все, мы все против этих мусульман пойдем воевать. Кто такая Россия? Россия друг. Сейчас происходит в Сомали или где-то там в Африке какие-то радикалы убивают там христиан. И Трамп нанес удары и говорит, мы, Америка, никогда не оставим христиан, мы там защитим христиан. Ну, а мир видит, что, например, во время оккупированной Чеченской республики Ичкерия убивали как мусульман, так и христиан. Мы не увидели, как наносят по России, по Москве удары. Мы видели, как убивали христиан, грузин. Понимаете? Также мы не увидели, чтобы за Грузию, за христиан, очень древние христиане, грузины,
Не было. Мы видим уничтожение украинцев каждый божий день по гражданским, по мирным, самых настоящих, и протестантов, и католиков, и в основном православных. Мы не видим это. Но когда говорят, что вот мы за христиан там в Африке, ну я написал ему на странице, где они там нанесли удар, жалуются, радуются, что вот мы за христиан там туда-сюда. Я говорю, а Путин, то, что геноцид украинцев, христиан устраивает, уничтожение грузин, как вы считаете? Уничтожение чеченцев, хоть и не христиане, но мусульмане тоже люди. Прошу прощения, правда, я уже забыл уже, люди или нет уже, как это относиться-то. Вот уже фашизм уже буйным цветом, международное право в помойку, короче, права человека в помойку. Вообще религиозные какие-то бредятины идут, боролись то с радикальными исламистами, теперь уже со всеми уже начинают такие, закидывать такие ужасы. Ну, фашизм начинает процветать в мире, понимаете? Большому сожалению. Большому сожалению. Это нарративы чекистов. Да, Асламбек. И самое главное, это начинается из Слубянки на русском языке, мы это начинаем слышать. А потом начинает весь мир поддерживать. На Израиль 7 октября, день рождения, нападает террористическая банда, которую десятилетиями Россия финансирует, поддерживает, через Иран там их программирует, им там вкладывает. Ну, на Израиль нападает не только Хамас, например. В тот же день нападали коммунисты, нападали христиане, арабы. В этих группах были, которые заходили. И Израиль не говорит про Россию. Вначале там рвали, метали, там отдельные представители там, партии были, что в России ответит за это. И тишина вслед. Все, замолчали после этого. И теперь только Иран виноват. Мусульмане виноваты. А раньше, когда 20, 30, 40 лет назад, когда большевики, марксисты, арабы нападали, тоже мусульмане были виноваты. Это все очевидно. Понимаете? Мы все это видим, на наших глазах происходит. То сперва это бывает. Просто нужна война. Нужно, чтобы люди ненавидели евреев, убивали евреев. Они ради коммунисты, марксисты, большевики, все такое. Закончилась эта идея, нету, все, хозяева сдохли, умерла, Советский Союз умер, сдох. А что делать? Ну хорошо, давайте переключим их тогда на мусульманство, будем ислам под видом. Опять убивайте евреев, неважно под каким лозунгом, главное, чтобы работали, убивали людей. То же самое касается относительно. Все знают, что на России, что Хамас напал до 7 октября для того, чтобы... Все в мире это знают, чтобы если кто-то сомневается в этом. Все в мире это знают. Понимаете? Россия неоднократно пыталась там разжигать конфликты, чтобы отвлечь от Украины. И в этот момент нападает Хамас на 7 октября, там все, и мы видели, как вся информационная пресса против евреев поднялась, чтобы все мусульмане поднялись. Никто из мусульман не поднялся. Здесь, в Европе, поднялись через местных антисемитов, через российскую агентуру, подняли немного, митинги были. Все, больше ничего не было. Но виноваты мусульмане. Так это что такое? Значит, потерял не там, ищу не там, где потерял, а где удобно, светло, безопасно. Там так получается, как в том анекдоте. Давайте всех тогда обвинять. Давайте начнем межрелигиозную войну, будем убивать все друг друга. Так хотите? Это же как раз ФСБ добивается. Россия этого добивается. Это нужно, чтобы отвлечь все внимание от Украины. И мы это видим, на наших глазах это происходит. Открыто на наших глазах это происходит, подмена понятий происходит. Начинается война, все до единого, мы рядом с Украиной, да мы никогда, да мы в жизни Украину не предадим. Что нужно? Танки, самолеты, все, что нужно. Началась война, чуть-чуть затянулась, Путин там слил, там тут дал, Сирию сдал, еще там Аляску сдал, Чукотку там, Берингов пролив. Нагорный Карабах, и все, и Путин уже рукопожатный, к нему приезжает Вытков, вот так кланяется, руку на сердце кладет, типа от сердца всего. Это вы что, вы смеетесь что ли? Вы издеваетесь? Да понятно, что всего лишь Вытков. Но все равно
нам на все это показывают. Я думаю, что Путин уже сливает все, ФСБ все сливает Америке. Это очень хорошо. Очень хорошо. Ну а где справедливость? Где остановка войны, привлечение к ответственности убийц, преступников? Нет уже этого. Видим мы только зарабатывание. Бабки, бабки, бабки. Какие-то биткоины Трамп производит. Вообще это даже уму не... Это какая-то африканская страна так себя вела. Вы меня извините, конечно. Но если какая-то коррупция где-то в африканской стране или в России хуже, чем любой африканской страны. Это казалось, о, катастрофа, это же как президенты могут заниматься каким-то личным обогащением, где-то их семьи, какие-то должности, своячество, какие-то посты. Это все забылось, как будто этого нет. Понимаете, уже прямо какие-то миллиарды зарабатываются, какие-то родственники, какие-то бизнесы там построятся. Это что это такое? Демократия слова вообще не употребляется. Международное право нет, говорят уже прямо. Нет международного права. Так вы, живой, создали это международное право. ООН создали там и все такое. Типа попользовались и забыли, что ли? Как-то это несерьезно, господа хорошие. Да. Очень несерьезно. Так, давайте. Грабят, убивают руководителей страны, говорят, что ислам виноват. Абсолютно, Асламбек. Абсолютно. Надо нас просто натравить, простых людей на простых людей. Все, мы должны, а они дальше будут грабить. И эти, которые, тот же, например, саудовский король, вот это или принц, кто он, американского журналиста из Вашингтон-Пост пригласили в посольство, он был гражданином, выходцем Саудовской Аравии, расчленили его. Там у него часы были на руках, вот эти Watch Apple. Он включил их перед тем, как войти, и жена все это фиксировала. Его убили, расчленили, там завернули в пакетики, там, и все. Нет тела, нет дела, так сказать. Приехал миллиард или триллион, обещал, все, самый лучший человек. Где принципы, господа хорошие? Где демократия, где о чем нам столько лет рассказывали? Все, каждый сам за себя, это мы поняли уже, да? Но как вот с этого потом выкручиваться? Как из этого уходить? Как-то так. И ладно бы, просто ушли бы в сторону. Так дальше продолжается. Дальше продолжается. Все, теперь все мусульмане, теперь Украину забыли, Украины нет. Сейчас в США, не дай бог, конечно. Но все идет к тому, и это все делается. Ну, мы же тоже понимаем, мы же должны же в Америке тоже понимать. Там же сколько, 17 или 15 разведывательных служб, там супер огромные бюджеты на это. Люди же понимают. Вот если сейчас произойдет мегатеракт в Европе, в США, с применением ядерного какого-нибудь полония, который там применялся, там, якобы он там был иранский, или какой-нибудь афганский, или еще чей-то, еще какое-нибудь отравление водой, какое-нибудь отравление воды, сотни тысяч, может быть, 11 сентября 3000, около 3000 человек погибло. Ну, может быть, доведено эта цифра до 30 тысяч, до 300 тысяч, а до 3 миллионов тысяч, если это зайдет. Представьте себе, провести какой-нибудь теракт. И это все бросит все внимание, все силы. Уже все, нас никто слышать не будет. Это сейчас мы можем говорить, где-то там какие-то факты приводить. Если произойдет такого масштаба террористический акт против США, все уже, все аргументы, вся логика, все будет отбросено. Вот будет объявлен враг, как Усама бен Ладена объявили. Усама бен Ладен из Саудовской Аравии, но почему-то нападают на Афганистан. Тоже странно. Он там спрятался. Ну так Путин сидит, Усама бен Ладен, ребенок по сравнению с Путиным, Патрушев. Он сидит себе нормально, а почему ничего не делает? Тоже странно. У него ядерное оружие, говорят, есть. Ну, посмотрим, что это будет. Мое мнение, если спросить меня, то продолжение войны в Украине, ослабление России для Китая выгодно, так как Россия не победит в этой войне. Это не Ичкерия 1 миллион, не Грузия 5 миллионов населения.
Ну, я с тобой согласен, что Россия не победит в этой войне. Она уже проиграла. Стратегически, геополитически, наперед она уже катастрофически проиграла. Это все бесспорно. Но почему выгодно, вы считаете, это Китаю, чтобы Россия воевала? Зачем России вообще слабая, капитулировавшая, обанкротившаяся Россия? Не нужно. Был рынок сбыта на Европу, его уже закрыли, его уже вряд ли когда-нибудь откроют в ближайшее время. И теперь Россия в любом случае, она зависима от Китая. Ей только через Китай или через Индию продавать свой газ, нефть. Поэтому для Китая сейчас выгоднее было бы, на мой взгляд, остановить эту войну. Причем не просто остановить там, когда Америка остановит, а они остановят ее. Они скажут: Россия, успокойтесь, на линии разграничения останавливаемся. Вот мы вам, украинцы, даем гарантию, там, что вас больше не будут беспокоить русские, мы там миротворцев, наблюдателей поставим там, и так далее, и так далее. И все. И Китай, все, юань побеждает доллар, Китай побеждает США, и Россия, и Китай становится, ну, мега могущественным государством. И причем не просто Китай становится, вся диктатура, все тираны на земле становятся самыми главными. И мир погружается в новую эру, постдемократическую эру, постцивилизованную эру. Мы возвращаемся в средневековье, когда у нас везде управляют там баи, ханы, короли, цари, императоры. Вот к чему мы идем. Может, Америка тоже этого хочет, может, Трамп этого хочет, может, он тоже хочет сделать из Америки какую-нибудь империю, где будет король Трамп, а не президент Трамп. Хотя это, конечно, невозможно. Как-то так. Грабят, убивают рукой. Так, это было. Много мусульман воюют за свободу Украины. Конечно, есть коренные жители Украины, которые воюют, и которые приехали, воюют, конечно, весь мир за Украину. Мы не делимся по национальностям и религиям. Мы все за Украину, единым фронтом. Но нас пытаются разделить, конечно. Ламанат Баркал Далсавер. А так называемых мусульманских странах стоят у власти режимы, которые управляют с другим кабинетов. Да, да. Что у нас по голосованию? Давайте проверим. Так, голосование у нас чуть-чуть больше проголосовало. И да, 30% как было, так и осталось. Нет, 44%. То есть, должна ли Украина просить Китай стать миротворцем, чтобы остановить войну? 25% это капитуляция демократии, ответили. Так, мы уже почти час в эфире. Привет, Ирина. Всех приветствую, друзья.
Президент Трамп сообщил, что у него был очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в преддверии критической встречи Мар-а-Лаго с президентом Украины Владимиром Зеленским, как он стремится положить конец четырехлетней войны. Это даже не смешно. Это даже не смешно. А вы знаете, что умерла Бриджит Бардо, кстати говоря? Жаль, конечно. Интересно, сколько ей было лет на момент? 91 год. Ушла из жизни. Очень жаль. Так. Так называемый мусульманский стран статуя. Чем ислам мешает Веллеру? У него пена изо рта идет, сам на русских работал. Да, конечно, Асамбек. Веллер это фашист, это русский фашист. По-другому он и не может говорить. Сейчас задача, просто очень странно, что она совпадает с некоторыми тут на Западе. Задача отвлечь внимание от Украины, и кто угодно виноват. Кто угодно. Давайте переключимся на кого угодно. Но только чтобы Украину Россия могла додушить спокойно. Никто ей не мешал в этом, понимаете, чтобы Украине не помогали. Вот что нужно. Это самая большая подлость будет, самое большое коварство будет, самое вероломство, это хуже там, я не знаю, чего только в этом мире нет. И это все сохранилось, слава богу, есть интернет, все эти высказывания, выражения. Но есть надежда на Запад. Германия потеряет половину своей страны. ФРГ остается там, русские как бы пока не претендуют на него, но если американцы уходят там за океан, то я думаю, и почему бы на всю Германию не претендовать. Провести здесь много есть антиамериканских настроенных, можно их использовать для того, чтобы немцы стали прорусскими, пророссийскими, и свои агентов Штази здесь раскачать эту ситуацию. Но я надеюсь, не получится. Но работа в этом направлении ведется. И есть надежда, что Европа, есть надежда, что Великобритания не оставит Украину. Не оставит. Ну, посмотрим. Не знаю. Ну, опять же, и сама Украина виновата. Сама Украина виновата, что такая вот ситуация складывается, что не вычищена до сих пор агентура российская. И вот разные фашисты-веллеры с пеной у рта там что-то доказывают. Он не говорит про Россию, он не рассказывает про геноцид, который совершили над чеченским народом, над еврейским народом 7 октября, то, что русский. На протяжении всего этого времени, что Россия терроризировала, он это не рассказывает вам.
Он расскажет, что в Европе опасность. Здесь мусульмане приехали, понимаете? Мусульмане. Надо поднять эту Европу, в хаос ее ввергнуть, чтобы Россия могла спокойно доесть, дожрать, доубить, допытать Украину. Вот что нужно Веллеру. Вот чем Веллер занимается, понимаете? И все. А остальное все это так, прикрытия разные, понты разные. Да? Так, Аслан, при развале России, капитуляция, Россия уже не будет та территория финансовой. Китай сможет присоединить территорию, как сделала Россия. А товарообмен не изменится. Нет, Питер Вольф, если, конечно, как ты говоришь, нет, а если не менять этот мировой порядок географически, территориально, ничего не делить. Просто Россия говорит, ну все, Россия, ты молодец, вот все, что ты взяла, Крым, там, Донецк, Луганск, там, то все мы тебе оставляем. А Запорожье, что ты не успел захватить, это мы, короче, тебе не претендуем. Украина, ты согласна на линии разграничения? Мы своих вводим, вы отдыхаете, мы вам там восстанавливаем все, финансы вкладываем туда-сюда. Просто вам нужно от Запада, от Америки отвернуться. Сомневаюсь, что украинцы так скажут, судя даже по нашему сегодняшнему голосованию, но при всем при этом номенклатура украинская, она бы очень хотела бы не быть Западом. Потому что Запад слишком строг, слишком щепетилен, очень аккуратен, нигде воевать не хочет. Все нужно, чтобы было сделано. А они так скажут, ну да, нет, типа это такие... Уровень тебя, пока, да, ты молодец, ну ладно, ты демократ, короче. Не-не-не, ты не демократ, ты еще не дорос до него. Вот так, это такие рефери, такие оценщики. Так, друзья, мы уже час, так, давайте дальше, у вас вопросы есть. Витаю. Веллер не русский, а еврей. Да, Веллер, судя по фамилии, да, еврей, судя по тому, как умеет писать, по таланту, тоже есть склонность к тому, что еврей. Но, знаешь, я, например, не считаю пророссийских чеченцев чеченцами. Они сами говорят, Рамзан Кадыров, например, с отвратительным акцентом говорит на русском языке. Ну, говорит, он это Россия, Россия это он. Что вот он за Россию и так далее, все такое. Сталин тоже говорил с акцентом. Ленин про него говорил, что он больше русский, чем русский. Поэтому я Веллера не считаю евреем в полном смысле этого слова. И если бы он был бы евреем, имеется в виду за Израиль, за еврейский народ, то он бы говорил бы сейчас не то, что выгодно России и Путину, а говорил бы то, что выгодно еврейскому народу, Израилю. А еврейскому народу надо прямо назвать, кто их убил 7 октября, кто их столько финансировал, помогал, поддерживал, а потом на день рождения Путина запустил вот этот механизм по уничтожению, геноциду еврейского народа, которого не было со времен Холокоста. Вот что было. И выгораживают, только арабы, сидит Млечин там рассказывает, тоже, кстати говоря, говорят евреи. Говорят, ну нет, там арабы, исключительно арабы виноваты, исключительно Иран виноват. А я так не считаю. И ни один, немного объективно независимый еврей так тоже не считает. Я же с ними общаюсь. Так они не считают. А вот эти почему-то Млечины, Веллеры, там, Пеллеры, Меллеры, они почему-то так считают. Это ну и что он еврей по национальности, да, еврей, который... Веллер, в принципе, плохо про чеченцев особо не говорил. Но никогда, чтобы он поддержку какую-то делал, слово доброе говорил. Опять же, тоже не помню особо, понимаете? А теперь резко тут все вспомнили. Оказывается, и почему-то такое совпадение. Это нужно, оказывается, России всегда. Почему-то это нужно. Странно. Кремль выкинул методичку про угрозу от мусульман, и все русскоязычные по отмашке начали кричать. Абсолютно верно. Причем одновременно, пока некоторые кричат про угрозу исламизма, другие россияне, они говорят, что мы должны быть с евреями вместе. Ой, с мусульманами вместе. Понимаете? Например, Ивашов
антисемит махровый. Он говорит, нужно быть с мусульманами, нам, России, нужно быть вместе. Шевченко, тоже непонятно, кто он, да, вроде бы антисемит такой, махровый. Но тоже говорит, что вот мы должны быть. Вроде бы там какое-то объединение идет. Одновременно с этим нет, не нужно это объединение, говорят другие лица. Ну, странная картина вырисовывается. Но все работают на Россию. В один щелчок они прекратят любого из них, если им не понравится. И все то, что мы видим, значит, им разрешается. Понимаете? Разрешается. Даже здесь ты можешь в Германии находиться, тебя террористом, исламистом, каратистом, там, кем угодно объявляют. Понимаете? А в России ты находишься, несешь эту разную чушь, и тебя не трогают. Это сказки. Они говорят то, что можно говорить, то, что разрешено говорить. Вот и все. В противном случае придут. Придут тук-тук-тук в двери. Пожалуйста, выйдите, товарищ Веллер. Пройдемте. Он нужен, понимаете? Я не знаю, Веллер, где он находится сейчас. В России он находится. Сейчас, подождите, это тоже важно. Он живет в Таллине сейчас. Уехал из Москвы в Таллин в 2020 году. Первоначально из-за пандемии планировал вернуться, но остался там дольше из-за политической своего публичного высказывания. Сейчас критики войны в Украине. 24 Минюсов включил его в реестр иностранных агентов, официальный источник. С 96 года имеет эстонское и неоднократно упоминал интервью, что возвращение в Россию сейчас для него проблематично. Ну, ладно, тогда в этом месте снимается дело. Ну да ладно, фашист он и в Эстонии фашист, где бы он ни был. Так. Веллер чеченцев ненавидит, так как Ичкерия смогла победить Россию в Первой русско-чеченской войне. Да-да, у них свое такое. Личное, у них личное это, да. Так. За эфиру 10 раз говорили евреи, бла-бла-бла, но ни разу геноцид палестинцев. А евреи это разве не палестинцы? Как это я не говорил? Евреи разве не палестинцы? Это как Кавказ ведь, если я правильно понимаю. Обозначение, географическое, территориальное обозначение. Конечно, был геноцид, да, евреев был. Потом была страшная ответная реакция со стороны еврея. К большому сожалению, погибло очень со стороны евреев. Много людей погибло, к большому сожалению. Но это не был акт геноцида. Вы найдете, возможно, военные преступления. Вы найдете много чего, но геноцида, именно уничтожение по национальному признаку, было 7 октября. 7 октября. И этот народ называется евреи, которых убивали за то, что они евреи. Женщин, детей, всех подряд. Не бомбами, там, сопутствующие потери, случайные потери, а и целенаправленно стреляли женщин, детей. Понимаете? Ну ладно, осталось над изголовьем поставить так. Привет, Шамиль, приветствую. Ассаламу алейкум, свобода. Только зашел, не сердитесь за опоздание. Алейкум салам, Шамиль. Не сердимся. Да, Асан, не думаю, что русский Путин отдаст территорию просто так, потому что отступить значит оказаться врагом народа после стольких жертв. Да, сейчас Путину нельзя сейчас пока отставать. Но если это будет решать Китай, то это совсем другое, совсем по-другому будет. Все, тогда потихонечку уже все, НАТО, за НАТО беспокоиться не надо, что Украина вступит в Евросоюз, НАТО.
И у России будет десятилетиями просто будет уничтожать всех патриотов, всех своих врагов в Украине и потихоньку забирать полностью власть в свои руки. Это возможно. А почему пропускаете коммент, не оглашаете национальности организаторов, идеологов депортации чеченцев? И вообще интересно чуть вашей программы антинахчизм или ни в чем не крепленный термином? Я не знаю, Рекна, вы зашли сюда мне тут антисемитизм проповедовать, что ли? А я не понимаю. У нас здесь запрещен антисемитизм на моем канале. А вы говорите по поводу депортации чеченского народа, что это евреи были? Ну, так эту сказку мы знаешь, сколько лет уже слушали. Ты знаешь, что ваша фашистская империя 6 раз проводила депортацию над чеченским народом? 7-й раз это было вот в 90-х годах, когда попытались под видом боевых действий нас депортировать. Понимаешь? И если что, это вообще у вас за страна такая, если у вас кто-то всегда, у вас кем-то, кто-то вами управляет. Неужели у вас нету своих русских витязей, чтобы вами кто-то, вы сами управляли собой и так далее? Обязательно какие-то англичане, немцы, евреи, кто вами только не управляет. Почему вы сами не можете собой управлять? Может, это не очень красиво все взваливать на евреев? Почему за все это время, когда над нами совершался геноцид, и не только над нами, над многими другими народами, пользу извлекали не евреи, а русские. Делали евреи, но для русских, получается, правильно? Сейчас война идет, Аптел-Лаудинов Курскую область освобождает. Он что, ее освобождает для чеченцев или для русских? Так кто он? Он себя русским офицером называет, русским генералом. Кто он? Чеченец он? Я его не считаю чеченцем. Да, говорит по-чеченски. Ничего чеченского ради чеченцев он не делает. Он ради себя делает, ради своего кармана, ради своей власти делает. Он не чеченец, он служит России, российским интересам служит. Сам говорит, что он русский. Русский генерал и все такое. И последнее. Вы нам рассказываете, что евреи хотели освободить Кавказ, поэтому туда заселяли, там нас депортировали и так далее. Так вот, из всех народов мы же увидели, что все-таки был этот геноцид, эта депортация. Да, все готовили евреи. Кстати говоря, если бы Сталин не умер, евреи сами последовали бы за чеченским каналом, по той же дорожечке, по той же тропиночке пошли бы. Потому что к ним тоже это готовилось. Повезло, что Сталин умер. Или убили его, скорее всего. Но дело в том, что евреи были единственные у нас на Кавказе. Произошло же уже все. Депортировали, отправили. Причем это было не на 13 лет, как это произошло. Это была пожизненная депортация. Все. Вечно. Без права возвращения. То есть в этот момент евреи могли себя проявить во всей красе, правильно? Если они это все планировали, они бы везде бы русские, еврейские имена там понастраивали бы синагог, понастроили бы священных каких-нибудь своих мест, чтобы застолбить, правильно? Свои бы могилы, кладбища понаделали бы, как на Горном Карабахе кое-кто делал, правильно? Надгробные плиты еврейские поставили бы, правильно? Правильно. Так вот, они этого не сделали никто. Единственный, кто не брал наше имущество, еще раз, навечно отправлены в ссылку в Казахстан, Сибирь, никогда мы не должны вернуться. Единственный, кто не брал, это были евреи, наше имущество. Кто взял его, вернул, когда пришли. Единственный, кто ждал нас вернуться и встречал нас на перроне с гармошками, с барабанами, там, с лезгинкой и всем остальным, были евреи, наши, горские, чеченские евреи. Вот кто был. Не надо нам рассказывать здесь антисемитизм и сказки, которые вы нам постоянно пытаетесь ввергнуть и взвалить. Давайте по фактам говорить. Мы, чеченцы, знаем, как вы можете человека превратить в чудовище.
расчеловечить любой народ. Мы это увидели, на глазах всего мира вы с нами это сделали. Поэтому я здесь сижу. Не потому, что мне кто-то платит или мне делать нечего. Понимаете? Вот такие вот вы. Это все не евреи делали, а русские делали. Понимаешь? Причем все хотят на Сталина свалить. Сталин тоже не один в этом виноват. Понимаете? Это такое прикрытие народоубийства при помощи вот этого людоеда Сталина. И все виноваты, грузины виноваты. А нет, не грузины. Виноваты русский империализм. КГБ СССР виноваты. Понимаешь? Вот кто виноваты. Ну, алейк салам, суетолог из Баку. Баку, салам алейкум, приветствую вас. Евреи очень хорошо обошлись чеченцами и все возвратили чеченцев после возвращения людей из депортации, в отличие от наших соседей. И это факт. Да, это факт. Желаю евреям, палестинцам жить в мире, так как это один народ семитский, отец у них один, говорит Асламбек. Да, конечно, нужно мир, процветание только там, где мир, где война, там постоянно плохо. И сегодня, если, не дай Всевышний, шизики начнут гнать чеченца, завтра скажут, русские плохие. Да посмотрите вы Кремль, Джами, Зосра, причем русские. Нет, это у вас такая очень излюбленная такая тактика. Все у вас евреи виноваты. Вот мы сейчас про Веллера говорили. Но насколько он еврей? Насколько? Рамзан Кадыров, насколько он чеченец? Алаудинов, насколько он чеченец? Вот скажи мне, кто такой чеченец? Давай так возьмем. Тот, кто отстаивает, он по крови чеченец, мама, папа у него чеченцы. И у него кровь чеченская, он говорит на чеченском языке. Или тот, кто не чеченец по крови, и мама, папа у него не чеченцы, но он жизнь отдает за чеченский народ. Кто из них чеченец? Тот, кто чеченец служит интересам иностранного государства, иностранного другого народа, уничтожать свой народ? Вот такой вот вопрос интересный возникает у нас. Понимаешь? У вас все евреи, получается. А то, что вы евреев, чеченцев, там, армян используете для своих целей, ваше КГБ, ФСБ использует все эти миллиарды чьи, что они принадлежат Ходорковскому, Березовскому и так далее. Посмотри, что стало с Ходорковским, с Березовским, когда они в опалу попали. Нет, это держатели общака. И евреи, удобно их использовать в банковской среде, в мире, где много евреев. Русских евреев использовать очень удобно. Как использовать чеченцев для войны там, против Грузии, против Украины. Тоже очень удобно. Все боятся там. Туда, правда, не эти сделали имя чеченцев, воинов, а те, кто воевали против России. Ну, главное, аура. Понимаешь? Вот как это все делается. Брат, на твой канал захожу, пишут, что этого канала не существует. Алейкум салам, суетолог. Суетолог. Дело в том, что наш канал постоянно репрессируется и преследуется. Нам монетизацию только за вот почти 7 лет, и где-то в начале, первый год у нас была монетизация, и потом нас атаковали. Меня, демократа, как они меня называют, сиониста и так далее, и так далее. А еврейский, американский YouTube-канал долбил как только мог. Антисемиты, там, русские фашисты, сейчас открыто в YouTube везде сидят. А мне только сейчас включили монетизацию. Я уже там 6 лет им писал, уже плюнул.
взяли и включили. Мой канал запрещен на территории фашистской России. Я сам объявлен террористом и экстремистом. Против меня возбуждена куча уголовных дел. Куча просто. Абсолютно мирный человек. Абсолютно. И правозащитник. Исключительно мирными методами добиваюсь. Чтобы показать в том числе, не только из-за своих убеждений, но и показать всему миру, что фашистская Россия любого человека может сделать террористом только за слова правды. Мой канал запрещен на территории России. YouTube все это время помогал фашистской России давить мой канал. Вот сейчас немножко изменились, наверное, поняли, что мы все-таки никак не связаны с фашистской Россией. Вот как-то так. Жизнь продолжается, боремся дальше делать. Поэтому не видно мой канал. Видно его во время стрима. На России его видно, когда идет стрим. После того, как стрим заканчивается, даже найти мой канал сложно в YouTube. Но у меня есть еще в TikTok. Но, к сожалению, TikTok вы не можете смотреть стримы потом. Было бы хорошо, если TikTok включил бы эту функцию, чтобы стримы сохранялись и можно было потом смотреть. Ну, к сожалению, только пока в YouTube. На этом, друзья, я свой стрим сегодняшний закончу. Спасибо вам. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Слава Украине. God bless the United States of America and Germany. Ночик ам динду, все будет Ичкерия, ам Израиль, хай. Алга, Казахстан, Азербайджан, Татарстан, живи Беларусь и все остальные, друзья. Всего самого хорошего. Адикюэль, Маш Оль. До завтра. Наверное, до завтра.